Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему чувства человека к вам в прошлом, в настоящем и в будущем. Использовать я буду цыганскую колоду Таро. Здесь мы постараемся проанализировать историю вашей любви и посмотрим, а как же изменились чувства с течением времени и что будет дальше. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально прямо сейчас. На фоне вы слышите возню моего мопса Демида. Если что, не ругайтесь, не переживайте, я остановить эту возню не могу. У нас будет 4 позиции. Пока я выкладываю карты, это прошлые чувства, да, прошлые чувства. Я вас приглашаю также на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, первый камень у нас сегодня будет, это лабрадорит. Второй камень будет флюорит. Третий будет клубничный кварц. И четвертый это у нас тигровый глаз. Вот такая черепашка из тигрового глаза. Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой. Остальные я пока убираю в сторону. Чувства человека, которого вы здесь загадали в прошлом, в настоящем и в будущем мы смотрим, да, в будущем. Такой вот замечательный лабрадорит. И первая карта – это чувство в прошлом, да, шестерка чаш. Ну вот, кстати, это как раз карта прошлого-то у нас и есть. Она показывает любовь в прошлом. То есть человек явно вас любил, ну как-то по-детски, да. Это может быть детская любовь, подростковая любовь. Это может быть любовь людей, которые, там, допустим, с очень сильно молодости вместе, там, да, или первая любовь. Такое тоже может быть. Но любовь была у человека к вам очень сильная, такая прям впечатляющая на всю жизнь, да, ну, которая вот оставляет впечатление на всю жизнь. И человек часто очень романтически к вам был настроен, привязан, он старался там сделать что-то для вас, возможно, ему хотелось для вас что-то делать. Видно, что он очень хотел перемен в жизни, в своей, в вашей, были планы на будущее, то есть именно вот такие вот чувства. Я здесь вижу карту сильной романтики и нежности. Эта карта наиболее нежная из всей колоды, которая говорит всегда о том, что люди могли среди бурь и невзгод взяться за руки и быть вместе, несмотря ни на что, понимаете? И у них свежи чувства были, в любом случае свежи. Даже если там что-то случилось, вы все равно тянулись друг к другу. Это взаимная любовь. То есть не только у человека к вам была любовь, у вас тоже была. Конечно, эта карта, она это доказывает, эту любовь, да, что у вас были прекрасные, скорее всего, сами по себе-то отношения. И человек к вам прекрасно относился. Хорошо. А давайте посмотрим, а сейчас вообще формат ваших отношений какой? Ну, сам по себе формат, да, вот в какой карте ваши отношения находятся на сегодняшний день? Так, мы здесь видим Шувани. Ну, что я могу здесь сказать, да? Я понимаю по этой карте, что ваши отношения в некотором смысле запутаны, потому что, может быть, кто-то вмешивается в эти отношения, кто-то лезет, да, кто-то пытается вносить коррективы. Может быть, на отношениях есть черная магия, потому что эта карта, она всегда показывает обман, ложь, вмешательство, предательство. Она показывает путанность сознания. Она говорит о том, что можно очень сильно пострадать друг от друга. Почему? Потому что нет правды, нет искренности, все слишком сложно.
Это может быть вмешательство женщины, например, в отношения. Это может быть магическое вмешательство колдуньи в отношения, понимаете? Это могут вмешиваться родственники со своей магией какой-то, да? Или там, допустим, мешать мама этим отношениям, допустим, мама партнера. И я так считаю, что раз вмешательство есть, все запутались, не могут понять друг друга, но тянет. Вот карта Шувани, она всегда показывает, что люди тянутся друг к другу все равно, несмотря ни на что. Они тянутся друг к другу, они хотят все равно быть друг с другом. У них есть вот эта подсознательная связь. И понятно почему. Она же тянется из прошлого, эта связь. Человек-то в прошлом испытывал к вам очень искренние чувства. Именно чувства, когда вот в детстве влюбляемся, в подростковом возрасте, первая любовь, да. Даже если это уже в таком достойном возрасте, но первая любовь. Человек может осознавать по этим картам, что он впервые влюбился. И это значит, что у него сильные к вам чувства, они не прекратились, даже несмотря на то, что есть в Шуване. Хорошо, смотрим дальше. Какие у него чувства в настоящем по отношению к вам? Паж колес. Ну, человек, в принципе, тянется к вам. На сегодняшний день тянется и хочет как будто бы что-то предложить. Вы знаете, все равно есть привязанность. От человека вы можете сейчас получать, допустим, разговоры, письма, хорошие новости. От человека вы можете получать какие-то подарки, знаки внимания. Или он на пороге этого собирается это сделать. Тянется к вам душой, тянется к вам телом. Он еще не разлюбил, он еще не покинул. Да, есть запутанная ситуация в отношениях, но человек испытывает чувства, это факт. Эта карта, она всегда показывает настроенного на вас человека. Она всегда показывает некое предложение. Она всегда говорит о том, что есть желание улучшать отношения. Поэтому здесь еще есть на что надеяться, несмотря на вмешательство. И будущее. Какие чувства будут в будущем по отношению к вам? Двойка мечей. А вот здесь уже немножко сложнее, потому что двойка мечей показывает некий выбор, состояние выбора. Карта как бы говорит, посмотри в лицо фактам. То есть она показывает честность с самим собой и с другими. Вот сейчас честности я не увидела, потому что вижу вот эту карту, да. Хоть человек и настроен на вас, у него есть чувства, но честности я не увидела. Зато в будущем эта честность появится, но придется посмотреть в лицо реальным фактам. У человека будет состояние выбора. И давайте посмотрим, а что он выберет или кого. Видите, тройка мечей. С человеком есть риск расставания в будущем из-за того, что он может сделать неправильный выбор. Как этому помочь? Потому что идет явно отстранение в будущем друг от друга. Видите, двойка мечей, это завязанные глаза, да, на классической карте были бы. Что нужно сделать, чтобы этого не случилось? Восьмерка кубков, четверка кубков. Вы знаете, здесь нужно избавляться от рутины в жизни, в вашей жизни, и менять свою жизнь к лучшему. То есть, если вы станете, судя по этим картам, просто более успешным, счастливым человеком, начнете разбираться со своими внутренними травмами, переживаниями, начнете улучшать свою жизнь, там, работу, работать по призванию, что-то делать хорошее, может быть, заниматься каким-то творчеством, еще что-то, усовершенствовать себя во внешнем виде. Эти карты сразу же показали, что тройки мечей не будет. Не будет, если вы все это сделаете. Вам просто нужно больше вкладываться в себя. Нужно больше усовершенствовать именно себя. Делать счастливее только себя. Вы знаете, на счастливых людей гораздо больше начинают набрасываться, да, лица противоположного пола, прям составляют конкуренцию, так скажем, вашему любимому человеку. И человек тоже будет тянуться за вашим счастьем. Он будет тянуться за тем, как вы умеете быть счастливым человеком, и вдруг ты сделаешь счастливым и меня, какими мы были раньше. Ну, вот такая позиция номер 1. Так, а мы перейдем к позиции номер 2. Наша флюоритовая пирамидочка, вот такая вот замечательная. Смотрим. Смотрим. Первая карта, чувства в прошлом, да, какие были у человека. Умеренность, умеренность. Ну, этот человек как будто бы все вам прощал. Вот не замечал никаких недостатков. Ну, как не замечал?
он с ними смирился, да. Был какой-то очень долгий период притирки между вами в прошлом. Этот человек вас любил в прошлом, но именно зрелой любовью и достойной такой любовью, когда ты хочешь быть с человеком и прощаешь ему недостатки. Вот именно миришься с недостатками и знаешь, что человек смирился с твоими недостатками в ответ. Это зрелая любовь. Именно желание понять, именно желание быть рядом и по-серьезному. То есть человек в прошлом вас выбрал именно как пару, как брак, да, для семьи и для серьезных отношений. И карта показывает спокойного человека, который старается во всем сначала думать, быть уравновешенным, старается принимать решения только трезвым умом и все взвешивая. То есть это факт здесь. Также часто умеренность говорит об исцелении души, то есть человек считал, что, возможно, через ваши отношения он исцелял свою душу, свои какие-то душевные травмы и переживания. Давайте посмотрим, а что сейчас. То есть, во-первых, какой картой обозначат Таро ваши отношения, в каком аркане ваши отношения находятся на сегодняшний день. Ага, 4 мечей. Состояние стагнации, остановки, да. Такое ощущение, что отношения остановились, замерли, в какой-то паузе находятся. Возможно, вы расстались, возможно, вы просто находитесь, в молчании, да, например, игнорируете друг друга, перестали друг с другом разговаривать, или просто идет сильнейшая рутина, то есть когда люди живут как соседи. Карта показывает разочарование в любви друг к друге и утрату полную иллюзий. То есть, когда люди раньше могли что-то воображать друг о друге, говорить там, какой ты у меня милый, замечательный, сейчас этого вообще нет. Сейчас, скорее всего, что-то случилось, да, между вами такое, что заставляет вас обоих остановить эти отношения на каком-то определенном положении, и нет развития, да, нет развития. Давайте посмотрим чувства человека сейчас между вами. Я так понимаю, как будто кошка черная пробежала, да, вот посмотрим, какие чувства у человека. Видите, 4 колес, 2-я 4 здесь выпала, которая показывает сухость, да, сухость. То есть человек раньше вас любил, а сейчас он просто не знаю, как будто бы высох, как будто бы он держится за эти отношения, отпустить до конца не может. Есть чувство собственничества и все такое прочее. Но нет этой восторженной любви, нет какой-то терпения, да, в любви, этой зрелой любви. Ничего этого нет. Скорее какой-то расчет, может быть, в любви присутствует. Знаете, когда люди живут вместе на основе имущества, на основе чего-то, или вообще не общаются, то есть они закрыты друг от друга, человек душу от вас закрыл, это явно. Раньше он старался терпеть ваши недостатки и так далее, сейчас он просто закрыт, знаете, как крест поставлен и все. И я в домике, да, я в домике. Мое мнение здесь, что это может означать, либо человек погрузился полностью с головой в работу, либо вы вообще просто не вместе. А в будущем какие у человека чувства к вам будут? Луна. Луна показывает, что тянуть вас все равно друг к другу будет. Непонятно почему, непонятно от чего. В отношения может здесь вмешиваться магия. Допустим, кто-то с человеком попытается строить отношения, вас отвораживать, да. Луна всегда показывает выход бессознательного на поверхность, что вы же любили друг друга и может повторно тянуть, могут быть такие какие-то заскоки, да, ночные звонки, возвращения, потом уходы. И мое мнение, здесь трепать нервы друг другу не надо. Потому что, да, была зрелая любовь, но сейчас видно, что все испорчено и все как-то плохо. И мое мнение, лучше друг друга отпустить. А человек как раз-таки за вас цепляется, да. Он не хочет вас отпускать и не хочет нормально любить. И поэтому мое мнение здесь, что вам нужно рвать, потому что вы запутаетесь в будущем еще больше и будете выйти на Луну, да. Луна — это карта не только подсознания, а еще и животных инстинктов. Извиняюсь за собаку. Собака сразу же про животные инстинкты я заговорила, сразу же активизировалась собака. Тут у нас тоже на карте Луна она есть, да. И
Животные инстинкты, то есть когда люди могут встречаться на основе там сексуальной связи, понимаете, на основе телесной связи, их тянет почему-то, они не понимают почему. Но это не стандартное, не серьезное, не нормальное отношение. Вот и все. Поэтому я вам советую подумать здесь. Как исцелить эти отношения? Как исцелить отношения? Давайте посмотрим. Как сделать, чтобы они нормальные были? 9 пентаклей. Ну, здесь вам нужно работать, видите, башня. Работать над собой, вставать на ноги в финансовом смысле. Это первое. И второе, разрушать. То есть, если вы выйдете сами из этой вот блуды, да, связи вот этой непонятной, то человек потом, раз у него были зрелые чувства, он поймет, что вам по-другому надо. Что если я хочу с тобой быть, я с тобой буду по-нормальному или не буду вообще. Вот вам нужно ставить точку самостоятельно и разрушать тюрьму этих отношений. И становиться на ноги в финансовом смысле. То есть вы, возможно, прирожденный предприниматель или человек, который может заниматься чем-то, ну, там, работой, которая приносит большие деньги, да. И вам нужно этим и заниматься, погрузиться туда. А эти отношения придется разрушить, чтобы он построил их заново. Только так можно спасти эти отношения. Ну, такая позиция номер 2. А мы идем дальше к позиции номер 3. Вот, к 3-й позиции. Наш клубничный кварц. Давайте вот сюда поставим. Первая карта — ваши чувства. Нет, его чувства к вам в прошлом. Его чувства к вам в прошлом. 7 мечей. Карта предательства. Человек никогда не был искренним в этих отношениях. Человек всегда все время врал и использовал вот такое ощущение. Карта говорит о том, что была симпатия, была страсть, но в то же время был постоянный обман. То есть отношения, возможно, начались даже с обмана, или они в недавнем прошлом были просто основаны на обмане, постоянном обмане. Карта говорит о том, что человек не мог быть честным, потому что, скорее всего, у него вообще этот сектор травмирован, да. Есть такие люди, которые, в принципе, не умеют быть честными. Может быть, вы как раз-таки напоролись в жизни на такого человека и загадали его здесь. Есть люди, которые просто не могут сказать правду по каким-то причинам. Ну, например, находясь в двойных отношениях, в тройных отношениях. Не может сказать правду, и все, тут и трава не расти, и буду молчать, да. Ты мне нравишься, может быть, я тебя даже люблю, но искренним я быть не могу. То есть на таких вещах отношения нормальные не построишь, сами понимаете. Ну, в общем, искренности не было, да. Что сейчас, в каком аркане сейчас находятся ваши отношения? Вообще, в принципе, давайте посмотрим. Туз мечей. Ну, туз мечей показывает, что воткнут меч в землю, в пенек, да, в пенек. И это значит, что какие-то войны, баталии, все это окончено. Люди не хотят ни воевать, ничего, а может быть, они ушли друг от друга или просто закончили споры. Ну, то есть тут либо состояние, когда люди стали честны друг с другом, примирились друг с другом, да, либо они воткнули меч, нож в пенек и закончили эти отношения, мол, врозь, тогда будет лучше, да. Мы сейчас почувствуем, поймем, как оно, какие у него сейчас к вам чувства у этого человека. 5 посохов. А вот чувства-то как раз очень острые, да. Человек в накале находится, он с вами внутренне спорит. Может быть, вы сказали, закончим отношения, а его это бесит. То есть этот человек испытывает к вам привязанность, этот человек испытывает к вам страсть, и он находится с вами в состоянии полного спора, противоречия, понимаете? То есть внутри-то у него ничего не погасло. Я вам так скажу, что человек желает преодолеть трудности в этих отношениях, но в чем-то не согласен с вами, и ему бы хотелось, чтобы вы были более покладистым человеком. Ну, о какой покладистости может идти вообще речь, если он сам всегда врал? Ну, то есть, понятное дело, да, честным он не был, а теперь желает от вас покорности, да, и покладистости. Естественно, возможно, это были у вас конфликты из-за этого вранья, да, и, естественно, приводит к тому, чтобы улаживать эти конфликты сейчас или стараться сделать как-то так, чтобы поставить точки над «и», да. Давайте посмотрим будущее.
Какие чувства будут в будущем у человека? Король посохов. Хорошие чувства, честно вам скажу, что человек может исправиться. Человек может наладить ваши отношения, взять за них некую ответственность, но всегда будет стараться сделать так, чтобы все правила были им поставлены, да, и чтобы он был главным в этих отношениях, или она, если вдруг вы загадываете женщину. Карта очень хорошая, искренняя. Она, по крайней мере, говорит о том, что человек постарается быть честным в отношениях и быть заинтересованным в них. То есть он сейчас над ними работает и в будущем постарается все исправить, то есть быть другим. И мое мнение, что здесь есть шанс на исправление и на то, чтобы эти отношения были основаны на честности, на справедливости. И пусть даже в них будет кто-то главный, но это не важно. Важно то, чтобы не врали в этих отношениях и не использовали друг друга, а особенно этот человек. И мое мнение, что отношения еще имеют будущее. Главное здесь это над ними просто работать, а человек работать хочет. Вот такая вот у нас, в принципе, неплохая третья позиция, я считаю. А мы перейдем дальше. К позиции номер 4. Чувство человека к вам в прошлом, настоящем и будущем. Наша черепашка. И первая карта – это чувство человека к вам в прошлом. Давайте посмотрим. Это королева колес. Человек совершенно точно вас любил в прошлом и очень серьезно к вам относился. Если даже в отношения и вмешивалась какая-то женщина, человек любил именно вас, несмотря ни на какие вмешательства. Однако королева колес чаще всего просто показывает зрелую, хорошую, прочную любовь, желание быть в браке, жениться или выйти замуж и быть в семье с кем-то, да, то есть если вы загадываете человека здесь, он хотел быть с вами в семье, он хотел от вас, детей, общий дом, общее хозяйство, и чтобы все было отлично между вами. Карта глубокой любви, карта зрелой любви и прекрасных отношений, я считаю так. Человек явно был настроен на все самое хорошее в прошлом. Что сейчас? Смотрите, посмотрим, в каком аркане находятся ваши отношения на сегодняшний день. Двойка чаш. Вы любите друг друга. У вас есть взаимные чувства, у вас есть взаимная любовь. Карта идиллии в отношениях, когда люди действительно имеют многообещающие отношения. Они могут спорить и конфликтовать. Любые люди конфликтуют в отношениях, но любовь, она здесь сохраняется. Люди, находясь рядом, не рядом, на расстоянии, не на расстоянии, любовь свою явно не растеряли и испытывают взаимные чувства притяжения. Может быть, это как две половинки, да, которые вряд ли когда-то возьмут и забудут друг о друге или расстанутся. Поэтому здесь, да, здесь могут быть очень хорошие отношения. На сегодняшний день они такие и есть. Есть душевная связь, душевное притяжение и взаимная страсть. Давайте посмотрим чувства человека в настоящем по отношению к вам. Девятка чаш. Этот человек явно вас любит от всей своей человеческой души, да, и привязан к вам как телесно, так и духовно. Этот человек вас боготворит, он не хочет без вас жить и не представляет своей жизни без вас. Карта очень хорошая, светлая. Она всегда говорит о том, что человек может быть в некой зоне комфорта в вашем присутствии, то есть ему очень хорошо, он как будто бы находится наедине с собой. И, соответственно, рядом с двойкой кубков мы все это понимаем, что это прям идеальная любовь. Карты показывают, что проблем вроде как никаких нет, но даже если они есть, здесь люди, в принципе, хотели бы их преодолеть, эти проблемы. Это здесь главное. Хорошо, смотрим в будущем, какие у человека чувства к вам будут. Семерка посохов. Вы можете в будущем ссориться. Это карта ревности. Ссора из-за ревности может быть в будущем. Человек будет вас любить, и человек будет к вам испытывать страсть, но здесь могут быть конфликты, конфликтное состояние. А это значит, что, допустим, есть кому ревновать, есть чего ревновать, и также есть из-за чего спорить. Поэтому анализируйте. Если у вас, в принципе, все неплохо, может быть, не стоит затевать никаких проблем в отношениях, да, и видно же, что человек будет стараться защитить эти отношения от кого-то, от чего-то и бороться за них, поэтому будьте внимательны, да, в этой ситуации.
Я считаю, что карты очень хорошие, многообещающие, отношения будут продолжаться, а устраивать ссоры или нет, это только ваше дело, по сути, здесь. Если вы будете их устраивать, они будут. Если не будете устраивать, сами понимаете, что все в ваших руках. Давайте посмотрим, как исцелить, да, эту ситуацию сразу. Семерка пентаклей, семерка колес, умейте ждать. То есть карты показывают терпение. Если вы проявите в отношениях терпение, никаких баталий не будет. Ну, это, в принципе, и очевидно. Карты сказали просто очевидные вещи. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть наш канал Элайф и также школу Таро Альвиены, гадания, заговоры, ритуалы Карина. Ставьте лайк этому видео, поддержите наши каналы. Дольше смотрите, больше лайков и подписок на каналы. Всем пока и до новых встреч. Я очень жду вашей помощи.